Меня зовут Татьяна Карафизи. Я живу в селе Кортин. Мое хобби – это декупаж. Декупаж – это значит приклеивание салфетки или какой-нибудь картинки на предмет. И весь секрет в том, что нужно приклеить так, чтобы люди не догадались, что это наклейка, что и обрисовать так, завуалировать так, чтобы было видно, что это настоящий рисунок. Декупажем я увлекаюсь довольно-таки давно. До этого я увлекалась время от времени другими творческими работами. Делала картины из соломки. Мне очень нравится давать вторую жизнь предметам, продлевать им жизнь, скажем так. У меня есть работы, которые остаются на память от наших предков, и они довольно в неприглядном виде, потому что время все-таки сказывается на предметах тоже, не только на людях. Мне, например, достались от бабушки кувшины, которые ей достались от ее родителей. Они для меня очень дорогие, и как-то случилось так, что у меня есть собака Ричард, он задел один из кувшинов, и он разбился. Так я эти черепки собрала, склеила, потом задекупажила этот кувшин, и вот он у меня стоит, задекорированный, до сих пор радует нас. У меня есть рога, которые я нашла их в таком месте, очень неприглядном, в сарае. Очень они старые, потому что, скорее всего, на этих валах приехали наши предки. Они были прибиты даже гвоздем к доске, деревянным гвоздем к доске были прибиты. Настолько они старые. Они меня так заинтересовали, и я захотела им продлить жизнь, и я их отреставрировала. И вот они у меня на стене висят. Память о наших предках. Не знаю именно точно от кого они, но вот. Да я сама даже не поняла, как это появилось. Я, наверное, где-то увидела в интернете или где-то меня это заинтересовало, и я решила попробовать. У меня это получилось. Потом мы делали свадьбу детям, и я решила эти бутылки из-под шампанского задекорировать, чтобы было интересно. И вот получилось очень довольно-таки неплохо, и интересно было. А потом нужно было идти на день рождения, и я тоже задекупажила бутылочку. Все были в восторге, всем понравилось, и мне тоже понравилось, что людям нравится, и продолжила этим заниматься. Сначала это был простой декупаж, а потом я усложнила свою работу, чтобы мне тоже было интересно работать. Я стала миксовать техники. Не только использовала салфетки, декупажные карты и распечатки, потому что потом появился компьютер, и уже можно было делать распечатки. Это все-таки более интересная работа, больше всяких выбора картинок. И я стала использовать трафареты, потом всевозможные пасты, даже некоторые пасты сама делаю, чтобы использовать их в работе. Стала отливки делать, стала делать формы сама из силикона. Стала делать сама формы, заливки делаю из гипса и тоже использую в своих работах. Это все новшества, которые мне интересны, и я этим самым и работы становятся интереснее. Когда я работаю, я забываю обо всем, и для меня это отдушина. Мне очень нравится этим заниматься. Получаю моральное, эмоциональное. Это
даже не знаю, слов не хватает, чтобы выразить те чувства, которые я испытываю, когда я вижу результат своей работы. Только ли бутылки украшаете? Нет, не только бутылки, но в основном да, потому что это самый подходящий материал, самый удобный, и он всегда под рукой. Можно и с содержанием, но чаще я пустые декорирую. Какие бутылки подходят под декорирование? Любые. Любые, но в последнее время я немножко стала избирательной, капризной, я начинаю выбирать более красивые бутылки. Естественно, что если оригинальная бутылка, то и работа получается еще более оригинальной. Каждой бутылке не подходит любой рисунок или любая карта, там это все нужно подбирать и продумывать, что вот к этой бутылке подойдет, себе представить, и тогда уже подбираешь в интернете картинки или еще что-то там, лепнину просто делаешь, объем делаешь. Еще интересная работа есть обратный декупаж. Такое ощущение, что картинка находится в бутылке. Очень интересная работа. Ни одной одинаковой работы у меня нет. Я раньше следила счет вела своим бутылкам, дошла где-то на 120-й, а потом я уже сбилась со счета, и я уже не считаю, но повторяющихся у меня нет. У меня все в одном экземпляре. Я использую то, что мне больше по душе. Вот, например, я увидела портрет женщины, он мне очень понравился, я его использую. И когда вижу его, я уже представляю его себе на бутылке, как он будет смотреться. Больше интересует людей изображение виноградной лозы, винограда в корзине, людей, собирающих виноград, вот связанное с виноделием, связанное с природой. Наверное, потому что люди приезжают издалека, и Молдова ассоциируется именно с виноделием. И им хочется приобрести сувенир, который позиционируется с Молдовой, именно вот виноград, виноградная лоза, вино. Где ваша работа на сегодняшний день имеется? В каких странах? В первую очередь Болгария, Турция, Испания, Италия, Россия очень много. В Америку несколько работ поехала. Если я просто декупаж делаю, то может занять от 3 до недели. А если я еще делаю трафареты, если я делаю какие-то, работаю с глиной, то, конечно же, дольше, потому что все это должно сохнуть, и это нужно время. Я, конечно, могу ускорить сушку, используя фен, но есть некоторые материалы, которые сушить феном невозможно, потому что они потрескаются, и будет неприличный и неприглядный вид. А если просто декупаж, то можно ускорить феном. Мне просто нужно увидеть картинку, и она мне попадает в душу, я ее копирую, и все. Я в каждую работу вкладываю свою душу. И иногда бывает, что я вот задумываю что-то, начинаю работать, но сама бутылка и картинка показывают мне, что нужно изменить ход. И я делаю так, как они мне говорят. Но чтобы не нравилось мне еще такого не было у меня. Я очень люблю свои работы. Оригинальность в том, что он один-единственный. Можно бутылки использовать не только для напитков. Это можно использовать и как подсвечник. Можно использовать, иногда бывает, что дарят одну розу, и в вазе она болтается, как это несуразно не смотрится, а можно бутылку положить, красивая бутылка, красивая роза, и она держится ровненько, красиво смотрится. Природа, музыка, фэнтези, что еще, автомобили, цветы, букеты, корзины с цветами. Тематика обширная, вот, просто любая. Все, что есть. Когда-то мне муж, царство ему небесное, говорил,
что ты все няшечки какие-то делаешь? Я там использовала цветы, там все такое красивое, женственное. Сделай что-нибудь брутальное. И вот я сделала ему в подарок бутылку под кожу, но из бумаги. А ему очень понравилось. Мне очень сложно говорить о перспективе, потому что никогда не знаю, что меня ждет. Мне было тяжело. Я сидела без работы, и я вот имела возможность заниматься и вот хоть как-то поддерживать себя. Но наперед я даже не знаю, не могу задумывать наперед. Хотелось бы, конечно, очень хотелось бы заниматься этим, потому что это моя душа. Могу использовать какие-то новые пасты. Бывает иногда, что какого-то ингредиента у меня не хватает, так я использую что-то вместо него, и получается совсем другой эффект. И может зачастую даже лучше. В декупаже можно использовать любые предметы, бутылки, и вот даже сусаки, все что угодно можно декупажить. И мебель, и стены, все можно декупажить, только было бы желание. Я использую обыкновенные бутылки из-под спиртного, коньячные, винные, такие, какие мне понравятся. Конечно, если бутылка имеет необычную форму, то работы получаются еще более интересные. Работа начинается с того, что я беру бутылку и очищаю ее от всяких этикеток, от всего лишнего. Потом хорошо ее промываю и обязательно обезжириваю. Обезжириваю я или ацетоном, или средством для снятия лака, или растворителем, любым средством, которое может обезжирить. Обязательно обезжиривается, потому что если потом мы будем грунтовать бутылку, грунт не будет ложиться ровно. После того, как мы обезжирили бутылку, мы обязательно ее грунтуем. Я грунтую обыкновенной белой краской. Один раз недостаточно, потому что остаются все-таки пятнышки, непрокрашенные места, но обязательно нужно, чтобы она была ровненькая, загрунтованная, вот такая вот. Если мы хотим, чтобы было совсем гладко и ровно, то мы каждый слой немножечко шкурим обыкновенной вот шлифовкой, вот такой шлифовочной бумагой. И потом снова грунтуем. Следующий процесс: я беру салфетку или декупажную карту, или распечатку. Вот у меня вот такие вот бывают. Они могут быть любой темы, на любую тему, какая вам приглянулась и нравится, и с которой вы хотели бы работать. Это распечатки. Это на музыкальную тему, это для любителей охоты, это для любителей музыки, танцев. А салфетки вот тоже на любую тему. Пасхальную тему, да. Тут ангелочки, тут животные. Ну, любые могут быть салфетки, на ваш вкус, какие вам нравятся, любые можно использовать. Всевозможные, вот тут целая стопка их. Мне некоторые привозят дети, когда бывают в разных странах, привозят, я их прошу. Они мне привозят, да и здесь что-то приобретаю. Но в последнее время я чаще работаю с распечатками, потому что они более яркие. С ними я могу выбрать ту, которая мне нравится, и распечатать, и работать. Прежде чем подготовить к поклейке, распечатку, ее нужно оборвать. Почему оборвать? Не обрезать, оборвать краешки. Для того, чтобы потом картинка легче соединилась с бутылкой. Я использую в своей работе еще трафареты. Трафареты, конечно, можно купить, но подобрать именно к своей работе такой трафарет очень сложно. Поэтому я сама рисую, сама вырезаю эти трафареты. Вот здесь вот мне нужна была корона для льва, для дракона. И вот я нарисовала ее, и вот потом вырезала. И использовала ее в работе. Вот такой трафарет. Тоже сама вырезала.
тоже сама рисую и сама вырезаю. Чтобы каждую буковку не выделять, то я написала все слово, и потом одним движением руки уже готова Молдова. Еще в своей работе я использую отливки. Отливки я делаю тоже сама. Вот эти силиконовые формы я делаю. Их можно использовать миллион раз. Они очень практичные. Я сюда накладываю или самозатвердевающую глину, или вот несколько раз я уже использовала вот такую глину. Такую. Получаются работы. А отливки я потом вот такая, вот бабочка, листики. Все идет в ход. Такой узорчик. Целая коробка. Так, а потом я заливаю гипсом для того, чтобы получился вот такой объем. Здесь вот он крокодильчик, а здесь уже отливка готова. А потом уже готовую отливку я использую в работе. Я его приклеиваю тоже или на гипс, или на шпаклевку, скорее всего, да, легче с шпаклевкой работать. Вот. Обыкновенная строительная шпаклевка по дереву. И, естественно, что потом оно красится, и потом оно лакируется, и все это держится очень хорошо. Я использую обыкновенные строительные краски, сама делаю, тонирую их, и использую такой тон мне нужен, потому что в этих акриловых красках не всегда есть все тона, и мне приходится их миксовать. А так я себе делаю на палитре такой цвет, который мне нужен, и использую. И дешевле получается. Какие-то шпателечки, циркули, пинцет, обыкновенные ножницы, даже зубные щетки идут в ход. Когда я делаю набрызки, я делаю зубной щеткой набрызк. Для объемной работы, чтобы глину раскатать, я использую вот это как скалочка. Да. А если бывают очень такие мелкие работы, то вот это использую вместо скалки. Ну, я хочу вам показать, как я делаю декупаж. Как я уже говорила, сначала нужно обезжирить бутылку, потом ее загрунтовать, это у меня уже заранее подготовлено, а потом уже будем приклеивать, вот как здесь вот приклеено уже для будущего творения, уже приклеены эти рисунки. Мы подбираем салфетку, которая нам понравилась, подбираем на ней узор, который мы хотим приклеить к этой бутылочке. Я сейчас хочу приклеить к этой бутылочке вот эту розочку с вот этими бутончиками. Я от этой салфетки отделяю лишние слои. Салфетка двуслойная. Да. Вам нужен рисунок? Мне нужен рисунок, да. Эту салфеточку я откладываю, пока она мне не нужна. Для того, чтобы рисунок прилегал хорошо к основанию бутылки, мне нужно оборвать, не обрезать, а оборвать салфетку. Тогда края ложатся незаметно будут. Вот так вот обрезать. Работа требует тонкости. Да, да. Очень внимательно надо рвать. Ну, даже если где-то что-то оборвется или не дорвется, перервется, то можно будет потом все это задекорировать, подрисовать, зарисовать. Там тоже всевозможные существуют техники, и дымка, и все, что хочешь, подрисовка, подтушевка. Я вас уверяю, если вы начнете это делать, оно вас так увлечет, что вы не сможете остановиться. Так, это мы можем отложить. Вот у нас вот так вот оборванные края, и вот она розочка. Мы ее прикладываем к бутылочке.
Смотрим так, чтобы она ложилась так, как вам нравится. Вот так, скорее всего. Угу. Потом вот эти всякие листики, которые мы оборвали, мы их можем подрисовать, дорисовать. Теперь я беру кисточку. У меня здесь есть силиконовые кисти и есть щетина. Клеить можно силиконовой, потому что она более мягкая и легче разглаживает салфетку. Обыкновенный клей. Держим одной рукой, придерживаем от середины к краям. От середины к краям. От середины. Поверх, получается? Поверху. От середины к краям. Стараемся не пропускать. В принципе, можно и вернуться, но лишний раз тереть тоненькую салфетку нежелательно. Для начала я вам советую приклеивать небольшие рисуночки, потому что чем больше рисунок, салфетка, чем больше объем, тем труднее и сложнее. Нужно уже немножечко иметь опыт для того, чтобы приклеить большой рисунок. Не бойтесь класть этот клей, он впитается и высохнет. Его не будет видно. Сейчас немножко рисунок имеет другой цвет, но когда он высохнет, он приобретает свой цвет. Можно даже аккуратно пальчиком, но очень аккуратно, не нажимая сильно, распрямить. Вот так вот мы задекупажили, оставляем сохнуть, а потом уже, когда подсохнет, если есть какие-то пупырышечки, где-то что-то, можно аккуратненько зашлифовать их. И потом уже, как вы хотите, дорисовывайте, обрисовывайте, напыление делайте. Все, что угодно можно делать, это зависит от вашей фантазии. И обязательно в конце работа лакируется не 1-2 раза. Если это объемная работа, то может быть даже и 3 раза. Для того, чтобы она красиво лежала и держалась. На этой бутылке уже приклеена распечатка. Вот видите, она была толстая, а вот здесь она совершенно почти слилась с бутылкой. Края практически не видны. А если еще и подрисовать, а еще и какие-то трафареты нанести, то вообще ничего не будет видно. Это и есть настоящий декупаж, когда мы скрываем то, что это рисунок. Распечатки и декупаж можно делать со всех сторон, с 2 сторон. Я всегда декорирую обе стороны, чтобы бутылка была интересной со всех сторон смотреть на нее. И здесь вот, например, я могу использовать технику терра. Это засушенные травы. Я могу их приклеить сюда, засушенные травы. Даже, может быть, листик камыша, а сам камыш я могу нарисовать. Или сделать из текстурной пасты камыш. Это моя фантазия, это я так придумала. И потом, естественно, все это красится и в этих же тонах, что и здесь на картинках. И это сливается как целое что-то. Ну, это мои готовые работы, которые я выставляю как выставку у себя дома. Гости, кто приходит, могут полюбоваться. Это мои работы. Все они в разной стилистике. Вот эта работа фэнтези. Здесь видно объемная работа, здесь как ветки дерева, здесь следы волка, вот он сам волк, но это фэнтези. Это тоже отливка. Ну, а книги – это отдельный разговор, они мне очень нравятся. Я как-то сделала одну книгу, все были в восторге,
И я думаю, надо сделать библиотеку. И вот начал потихонечку. Я не знаю, сколько их сделано, где-то около 20 книг точно есть. Это Гарри Поттер. Я стараюсь их делать, ну вот, смотря какая тема. Это сёгун, это Япония, тоже как бы старинное издание, выжившие, но не старое, всем может быть современная. Это книга «Выжившие», фильм, наверное, все смотрели. Вот она более современный переплет, вот такой более современный переплет. А вот это старые книги, вот типа Гарри Поттера, это вообще совсем состаренная книга, она еще тут со свитком старинным. Не каждая бутылка, конечно, годится для того, чтобы сделать книгу. Она должна быть плоской, она должна быть желательно квадратной, но даже если она не прямоугольная или не квадратная, то я все вот эти неровности заделываю. То есть я наращиваю, тоже использую подручный материал. Салфетки, которые уже не идут в ход, можно салфетки бумажные для рук, столовые вот эти, можно даже туалетную бумагу использовать. Это получается как папье-маше. Я все это смешиваю с клеем ПВА и заделываю все вот эти неровности, которые стараюсь выровнять, заполняю. Потом все это дело шпаклюется, я делаю страницы, а потом уже делаю корочки, обложку. Обложка и корешок. Это все, как подскажет моя фантазия. Корешок можно делать, можно использовать трафарет, можно использовать лепнину. А тут я на этой книжке использовала шпагатик. Все это декорируется, закрашивается под старину, как будто оборванные края. Тут уже протертая, зачитанная книга до дыр. Говорю, что если мне понравилась картинка, я ее обязательно использую и придумаю что-нибудь, куда ее. А с этой стороны девушка такая, самурай. Они мне обе понравились, они подходят по фактуре, подходят по стилю. И вот получилась такая книга. Здесь даже иероглиф. Я сама написала. Это «Счастье». Здесь, на этой бутылочке, изображен весь процесс виноделия. Сбор винограда. Здесь как отжимают виноград. Здесь как он бродит в бочках. И здесь уже он в бокале. Это процесс. И еще есть вот у меня вот про гагаузию такая вот бутылочка. Фрукты и зерно, то, что здесь вот выращивается в Гагаузии, производится. Вот оно все здесь запечатлено. Вот еще одна бутылочка. Она мне очень нравится, очень тонкая работа. Вот эти переходы, цветовые переходы, они мне очень нравятся. Здесь тоже написано «Гагаузия» на боках, на вот этих боках. Сама бутылочка красивая, естественно, что и работа уже красивее. А здесь вот даже изображена Библия, что это христианская Гагаузия. Это же оригинальная бутылка, она у меня очень долго стояла. И я не знала, как ее задекорировать. И потом я увидела вот этих павлинов, да. И я думаю, стоп, вот как раз для нее они подойдут. И я сделала распечатки. Вот эти веточки, это уже объемные, это уже все я дорисовывала к ним. Вот такая получилась шедевральная бутылка. То есть каждая бутылка ждет свою идею? Да, да. Ведь не каждый рисунок подойдет? К любой бутылке нет. Тут морская тема. Вот это тоже интересная бутылка. Видите, здесь как будто ниша такая, и как будто в нише вот проплывает парусник. С этой стороны он сделан в трафаретном стиле. А это все объемное.
Тут тоже вот стена с этими трещинами, цветные переходы. Мне очень нравятся вот эти трещины, когда они там внутри более такие грязные. Просто понравилось на такую географическую тему для путешественников. Парусники, мне тоже очень нравятся парусники. И горлышко замотано бечевкой, а здесь якоря. И здесь тоже. Были на море, привезли ракушки. И тоже эта тема ракушек мне тоже очень нравится. И вот я сделала такие распечатки. И это получается как тоже 3D, потому что внутри распечатка, а снаружи вот сами ракушки, они настоящие. Я не прикладывала к этому никаких усилий, просто я их приклеила и жемчужинки приклеила. А здесь какое-то вот послание, наверное, в бутылке. Послание всем мира, добра, здоровья, чтобы в семьях был порядок, уют и достаток. Я обожаю эту работу, я иногда забываю, что делать глубокий вдох, когда я работаю. Мне кажется, что этим может заниматься любой, только нужно иметь желание. И фантазию, творчество, любить это.